Стало известно, что Исмаил Каюм, директор модно-дизайнерской компании в Восточном Туркестане, был арестован в 2021 году без предъявления обвинений за разработку и производство традиционной уйгурской одежды. Согласно заявлению уйгурского активиста Абдувели Аюпа в социальных сетях, модная компания, которой руководил Исмаил, выпускник юридического факультета Синьцзянского университета, он разрабатывал и производил уйгурскую традиционную одежду для танцоров, певцов и музыкантов. Amnesty International опубликовала отчет за 2022 год. В докладе содержится призыв Китая прекратить репрессии против этнических групп в Восточном Туркестане и Тибете. Так, 28 марта Amnesty International опубликовала свой 400-страничный ежегодный отчет о международном положении в области прав человека, охватывающий 152 страны. В отчете говорится, что китайские власти продолжают арестовывать и произвольно задерживать правозащитников, активистов и религиозных лидеров, а также подавлять этнические группы в Восточном Туркестане и Тибете. Правительство Японии объявило, что весной начнет ограничивать экспорт современного оборудования для производства полупроводников в Китай. Благодаря новым правилам правительство еще больше расширит список материалов для производства полупроводников, на которые распространяется экспортный контроль в отношении Китая. Экспорт в Китай высокотехнологичного оборудования для производства полупроводников, производимого такими компаниями, как Tokyo Electron, Nikon и SML Holdings, будет ограничен. Правительство Саудовской Аравии одобрило присоединение страны к Шанхайской организации сотрудничества, Китайской организации политического и экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности. Решение было объявлено сегодня официальным информационным агентством страны SPA. Саудовская Аравия в первую очередь станет партнером организации по диалогу. Статус диалогового партнерства – это первый шаг перед полноправным членством в организации. Ожидается, что Саудовская Аравия официально вступит в ШОС в середине года. Сообщается, что в Китае было начато расследование в области кибербезопасности в отношении американского производителя микросхем Micron Technologies. В заявлении Управления по обзору кибербезопасности при Управлении киберпространства Китая говорится, что расследование направлено на защиту безопасности цепочки поставок ключевой информационной инфраструктуры и предотвращение рисков кибербезопасности, связанных с проблемными продуктами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые пункты плана Китая по урегулированию украинского вопроса неосуществимы из-за позиции украинской стороны. Здесь есть некоторые пункты, которые не подлежат исполнению, в связи с чем невозможно, чтобы украинская сторона нарушила свое слово руководителей и командиров, сказал Песков. При этом Песков подчеркнул, что эти командиры отсутствуют в Киеве и настаивают на продолжении боевых действий.